Хорошо. Я встретил Новый год. Да, именно так я встретил свой Новый год, 2015 год. Новый год я, в принципе, даже не отпраздновал, если честно. Просто были планы, потом эти планы как бы нарушили люди. Ну и впервые в жизни встретил Новый год с мамой. Было круто на самом деле. Просто сидеть дома, смотреть на вращение президента к своему году. Новогодние праздники и выходные уже позади. Жители республики вернулись к трудовым будням. А вот чем живут звезды? В этой программе мы решили узнать, как свои выходные провели участники проекта «Дека Санас», какие подарки они получили и каким для них был прошедший год. Я каникулы провела свои удачно, лучше, чем прошлые каникулы. Мне понравилось. Меня пригласили на каникулах, меня пригласили в Гранд-парк, Анпро-центр, у них тут был концерт. Вот. И я тут спела свои 2-3 песни зарубежки. Вот. Мне понравилось, было классно. Это были самые лучшие выходные. У меня впервые за 18 лет были выходные. Я, мой котенок, Марс, куча фильмов драматического жанра, никого не видел, не слышал, в общем, отдыхал. Это было круто. Во время каникул я хорошо отдохнула, посетила новогоднюю елку, встретилась со своими друзьями. Новогодние каникулы я провела дома вместе с родителями, вместе со своей семьей, никуда не ходила, готовилась к сессии. У меня редко получается уже отмечать такие праздники в кругу семьи, плотный график работы. И в новогодние праздники тоже пришлось работать. Новогодние каникулы прошли отлично. Все эти каникулы я ходила в гости, получала подарки. Одним словом, веселилась. Но какой же праздник без подарков? Ведь в новом году принято их дарить и самое приятное – получать. Некоторым участникам проекта в этом году немного не повезло. Кое-кто признался, что не все были так щедры. Мне никто ничего не подарил, кроме мамы, но и то я не принял это как подарок, потому что это были деньги, хотя я ей благодарен за это. Вот. В итоге я и на эти деньги купил другому человеку подарок. Только одному человеку? Нет, подарки там брат, 2 мамы. Еще один очень важный в моей жизни человек. Вот единственный человек, которому я не подарил подарок из своих друзей. Просто я его в тот день не нашел. Я пытался, честное слово. Потом Маше не подарил, и Мишке не подарил. Новый год – это время, когда мы вспоминаем события прошедшего года, которые больше всего нам запомнились, оставили в душе какой-то след. Для большинства наших героев этим событием стало участие в проекте «Дека Санас». Где они смогли реализовать себя и, самое главное, научились петь. В ушедшем году я стала участницей проекта «Дека Санас», и, конечно же, это для меня самое такое дорогое событие, которое случилось в прошедшем году. Много событий произошло в моей жизни в старом году, но то, что мне больше всего запомнилось, это то, что я стала участницей проекта «Дека Санас». За пару недель до Нового года мне посчастливилось выступить на профессиональной сцене с Рошаной Алиевой. И, кстати, это был мой первый выход на сцену. ويزر إذا ما تصلوا حملي لحينا جينا حماتو سليزا ما تصلوا تنهوحو سغمالا متك حونا خربات حصونا بقيتاني قجرات حاين داخل حيزر ما يصوم حقاستي نبوشينا سادقو
В прошедшем году я прошел кастинг Дека Санас. Это такая маленькая победа, скажем так. Вот, прошедший год. Ну, было много таких событий, конечно, и плохого было очень много. Но я стараюсь на это не обращать внимания. Но как бы я ни старался, я все равно обращаю на это внимание. Чем мне запомнился прошедший год? Ну, тем, что я стал участником проекта Дека Санас, я стал петь. Меня почаще показывали по телевизору. Ну и особенно мне запомнилось, как мне приписали песню «Мадина». Вот видите, я даже слова этой песни не знаю, а вы приписали мне эту песню. Нескончаемые звонки. Заметьте, я стал очень популярным. Запомнилось то, что начался наш проект Дека Санас, а в общем все так же, работа, дом, работа. Ничего интересного в 2014 году я больше не видел. Конечно, у меня были события в прошлом году, там, в плане личной жизни, в плане творческого характера, но мне не кажется, что это будет интересовать зрителей. И, наверное, одно из главных событий – это то, что я попала в проект Дека Санас. Большинство людей мечтают начать новую жизнь с 1 января и строят планы на Новый год. Купить машину, завести кота, избавиться от вредных привычек. Но если ты являешься участником проекта Дека Санас, твои планы будут немного отличаться от вышеперечисленных. Скажу кратко, мои планы на этот год – стать победительницей проекта Дека Санас. Выиграть гран-при, во-первых, честно. Реально, я хочу, во-первых, как минимум дойти до финала, это самый минимум. Планы у меня на 2015 год записать свою собственную песню и пройти в финал. Окончить свой техникум на отлично, но таких особенно важных планов у меня пока что нет. На 2015 год у меня уже в планы входит записать новые треки и запустить их. Хорошо сдать я и, наверное, хорошо закончить учебный год. Новый год уже прошел, но приятные слова и пожелания можно говорить круглый год. Вашему вниманию запоздалые, но все же искренние поздравления от наших юных артистов. Я хочу пожелать всем телезрителям на 2015 год всего самого наилучшего, успехов в жизни, чтобы все ваши мечты сбылись. Ну вот и все. Дай дух, дай душу. Не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед. Здоровья, любви, удачи и счастья. Я желаю всем удачи. Я хочу, чтобы у всех сбылись свои заветные мечты и чтобы все были счастливы. Желаю мира, добра, успехов. Успехов в своих начинаниях, счастья, любви и много-много-много-много здоровья. Здоровье – это самое главное. Я желаю всем крепкого бетонного имана. И желаю всем побольше верить в себя, поменьше унывать. И приходите на наши концерты. Я надеюсь, они у нас будут.
стать победительницей Да, Декалдош, Мадзина. Наверное, хорошо закончить учебный год. Только не говори, что я туда должна смотреть. Хочу пожелать всем зрителям самое главное здоровья и